Вторая часть программы «Мордовский блок новостей», «Эхо Мордовии», Василий Дмитриевич Гусляников. Я вот что хочу сказать. Если у нас нет в Мордовии, ну как и в России, ну бог с ней с Россией, вот, парламента нет, независимой судебной системы нет, независимых источников власти нет, и мы не можем доверять контролирующим органам, потому что они, может, будут молчать ради того, чтобы создавались рабочие места, они будут молчать на то, как устроена там безопасность и охрана, и, как сказать, экология. И если мы видим, что вот тут они все руководители предприятия хвалятся, какие у них замечательные фильтры и там экологические условия, а кому их проверять, если мы закрываем глаза опять? Как можно доверять контролирующим органам, если им их просят? Не делайте претензий, потому что если вы сейчас заставите их делать дополнительные фильтры, эту конкурентоспособность ухудшится, стоимость повысится, у нас никто не купит, снова предприятия закроются, рабочие пойдут на улицу, будут недовольны главой республикой. Ну, для этого у нас в России созданы определенные законы, и они работают. Вот эти контролирующие органы, они выведены из-под власти региона, и они замыкаются чисто на Москву. А в реальности? А это как жизнь положит, да. Но я полагаю, что здесь должен быть разумный компромисс. У нас и суд не зависит от регионов, он от администрации президента, но тем не менее. Теоретически да, практически, конечно, не получается. Но здесь надо подходить с точки зрения возможного. То есть при тех экономических затратах, которые требуют новые очистные сооружения, надо делать максимально возможное, если денег выделяется там столько-то. Но я еще раз подчеркиваю, что в этом плане город Саранск на хорошем счету в Российской Федерации. Это не как по онкологии на втором месте сзади. Ведь у нас город занимал призовые места и был победителем среди столиц регионов с определенной численностью, а там критерии не только чистота, там в том числе и экологические проблемы. Поэтому я думаю, здесь мы на правильном пути, и нам просто надо работать в этом направлении. Ну, я думаю, по частоте это просто Ремондис у нас все убрал. Вот Бегеса Светлана Владимировна у нас убрала, и благодаря ней наш Саранск занимает высокое место. Я не думаю, что это заслуга только Ремондиса. Нет? Я был в Саратове. Саратов один из самых грязных городов России. Там не видел я ни одного дворника. А у нас дворников очень много. А Ремондис только в Саранске есть, в других регионах нету. Дворники не относятся к Ремондису. Ремондис только вывозит мусор. Да. А дворникам это платит муниципалитет. Другое дело, что зарплата дворника должна быть в 2 раза выше хотя бы. Для того, чтобы появились вакансии других на бирже труда. И не только одних дворников, а там вакансии только дворников, потому что им платят очень мало. Еще один фактор, мне кажется, увеличивающий число больных раковыми заболеваниями в Мордовии, это то, как у нас предприятия вообще на какие-то простые природные явления, чрезвычайные, там в кавычках, они не подготовлены к ним. Вот, допустим, 28 июня смерч прошел. Ну, смерч какой-то, ветер такой, к которому должно предприятие быть готово. А он прошел над Рузаевским химическим заводом, сорвал крышу с химического завода, разметал обшивки стен, затопил весь цех, а там же химия, это же могло все заразить, и там разлететься могли эти химические препараты и так далее. 24 июля в цехе Лисмы из-за перегрева масла загорелся вакуумный насос высокого давления, и потушили, но то есть пожар может произойти. Ну, техногенные катастрофы, да, они случаются, и их все предусмотреть, наверное, невозможно. И природно. Другое дело, что надо быть готовым к этому. И хорошо, что на каждом крупном предприятии есть специалисты по охране труда, по технике безопасности. То есть, если, например, то химическое производство может в результате этого смерча, там, например, прорвать трубу там, или уронить там какую-то аппаратуру, которая приведет к заражению, надо все это стараться предусмотреть. Его максимум уволят. Максимум уволят. Я говорю, в этом плане тут
иногда бывает, что невозможно все предусмотреть, но стараться свести к минимуму надо, и для этого есть определенные деньги, которые выделяются на охрану труда, и надо в этом направлении работать и правильно осваивать деньги. Значит, получается, МЧС и другие организации, которые должны были посмотреть, а если приготовлено ли ваше вот здание к тому, что вдруг произойдет такое ЧП, знаете, это их в том числе вина. Вот. У МЧС есть специальные надзорные службы, которые принимают при запуске в производство любой объект, там, чтобы противостоять и пожару, там, и различным взрывам и так далее. И в этом направлении МЧС работает и должно работать. Другое дело, что надо исключить взятки, за которые там человек может переступить свою совесть и подписать разрешение на ввод в эксплуатацию тому производству, которое может взорваться. Дальше вот, я считаю, вот у нас спасение в ком. 3 фактора. Не факторы, а 3, как сказать, кто нас может спасти. Сейчас я расскажу. Альтернативная гражданская служба, волонтерство и международная помощь. 9 апреля, напоминаю, что у нас военный комиссар сообщил, что только 1 призывник в прошлом году и 2 в этом году на альтернативную службу. То есть в больницах всего лишь вот сколько. А более 1000 пошли там, понимаешь, в армию. Их потом посылают убивать украинцев, грузин, афганцев, сирийцев. А 600 уклонистов прячутся. А если вот эти люди, 1000 людей, ежегодно шли бы в больнице, а у нас же это подается все, что это позорно идти в больнице, помогать там бабушкам и дедушкам и лечить людей. Нужно идти, понимаешь, убивать людей, вот это мужчина этим должен заниматься. Вот, я считаю, вот 1000 людей ежегодно могут идти помогать лечить больных людей в Мордовии, в том числе онкобольных. Дальше. Добровольная пожарная охрана. Вот пример. У нас в Мордовии добровольцы появились в 1899 году. Потом соревнования начали проводиться с 2012 года. Итак, в этом году за полгода 762 подразделения добровольцев, почти 4300 они потушили 57 пожаров сами, 124 вместе с государственными пожарниками. Вот молодцы. Значит, добровольцев надо приглашать, создавать условия, чтобы они шли в больницы, в том числе в онкодиспансеры, помогали на дому. И этим можно уменьшить и заболеваемость, и увеличить качество жизни, помогать им с лекарствами, доставлять их до больниц и так далее. Потом Greenpeace России 13 июня помогала тушить лесной пожар в Мордовском заповеднике. Там 357 гектар горело, в том числе животные и растения из Красной книги. Дальше. Надо привлекать международные организации. Вот в том числе международная организация есть, организация по запрещению химического оружия. Мы до 2020 года Россия должна была все уничтожить химическое оружие на территории России. Так у нас Михаил Викторович Бабич, он полпред был в Приволжском федеральном округе и еще был председателем госкомиссии по химическому разоружению. И он в 2017 году, за 3 года до последнего срока, похвалился перед Путиным, что мы все раньше времени уничтожили, на 3 года раньше, и американцев тут поругал, и рассказал, 40 тысяч у нас было тонн в России, мы все уничтожили. И Россия полностью свободна от химического оружия. Как вы поддерживаете? Волонтеры, добровольцы, альтернативные, международные силы? Что тут говорить-то? Это надо просто именно ордена дать тем людям, которые на самом деле занимались очень опасным делом. Ведь известно вот это Шиханы Саратовской области, где были эти запасы сконцентрированы, и то, что там произошли, так сказать, его нейтрализация, то химическое оружие, это очень замечательно. Причем за счет средств иностранной организации. Ну, это хорошо, спасибо, если удалось договориться. Да. Спасибо иностранцам. Да. Оказывается, не надо стесняться брать. Не только они нас душат, они еще нам и помогают. Да. Ну, что касается вот пожаров, ну, надо просто награждать тех людей, которые участвовали, добровольцы, которые работают. И я полагаю, что это путь к тому, чтобы сократить количество пожаров в нашей стране, особенно в европейской части, они не так часты, и поэтому здесь могут привести к большим последствиям. Здесь надо обязательно работать в этом направлении. Ну, а для разрядки можно рассказать зрителям такой анекдот. Встречаются 2 товарища, один другого спрашивает: ты, говорит, где работаешь? Тот говорит: в пожарной охране. Ну, как работа? Работа, говорит, замечательно, но как пожар, хоть увольняйся.
Да, да. Так и здесь. Народные добровольные пожарные дружины – это замечательно, потому что на самом деле пожар не каждый день бывает. Поэтому человек должен заниматься своим делом. А когда пожар, значит, надо этому добровольцу в руки лопаты, там, ведра и вперед гасить пожар. Это очень хорошо. Таких людей надо награждать и стимулировать. Что касается других проблем по поводу техногенных катастроф, ну я еще раз говорю, что это невозможно до конца предусмотреть, но можно создавать вот именно такие отряды добровольцев, которые готовы, то есть добровольцы при МЧС. Это очень замечательно. И то, что вот у нас в республике есть несколько классов, которые именно готовят специалистов в области МЧС, то есть их курируют вот эти специалисты из МЧС, я полагаю, это положительный момент, вот, поэтому в этом направлении надо воспитывать. Что касается призывной армии, я сторонник того, чтобы армия у нас была добровольной. То есть те люди, которые хотят идти служить с оружием в руках на здоровье, те, кто хочет идти в альтернативную гражданскую службу на здоровье, такие у нас тоже люди требуются. И мы в этом направлении идем. Сейчас, наверное, уже половина у нас нашей российской армии по контрактам, то есть добровольцы. Я думаю, что надо переходить на 100%. Тогда и отдача будет хорошей, потому что человек, который за свою службу получает зарплату, он будет нести эту службу правильно. А что касается участия нашей армии за пределами России в разных военных конфликтах, я здесь сторонник именно мирного решения всех проблем и сторонник того, чтобы не ввязываться ни в какие международные конфликты, надо решать наши внутренние российские проблемы. То есть бомбежку иностранных, сотни тысяч Не иностранных надо граждан вообще вы не поддерживаете, да? Не надо вообще никого бомбить, да. Согласен. Ну, наш народ, видимо, это поддерживает. По крайней мере, Наш пассивно. народ бы, может быть, имел бы другую точку зрения, если бы эту точку зрения до него могли бы довести наше телевидение. Но, к сожалению, наше телевидение эту точку зрения не может довести, потому что пытались в свое время доводить и закрыли и НТВ, и Максимовскую, которую мы с удовольствием смотрели, альтернативные новости хотя бы раз в неделю. Этого сейчас нет. Кругом одна пропаганда. Вот сейчас тоже такой фактор у нас есть, как, и вот я как раз, вот вы сказали о химическом оружии, а вы знаете о химическом оружии на территории Мордовии? Нет, я не вдавался в тонкости. А я вам сейчас расскажу. Но, с другой стороны, я знаком со Львом Федоровым, вот, который, к сожалению, умер, но он презентовал мне свой труд многостраничный. Вы были знакомы, да? Да, он прислал мне этот экземпляр, я читал его и работы, и эту книгу я презентовал в Пушкинскую библиотеку, и любой человек может пойти и почитать. Это замечательное творение, и вот замечательный доктор химических наук. Как вы с ним познакомились? Я сейчас не помню, потому что по линии правозащиты мы встречались со многими людьми, в том числе и с Александром Городницким, который бард, поэт и певец, который участвовал в этих мероприятиях, и на его 80-летие я слушал его концерт, поэтому в разных ипостасях правозащитники бывают, мы со всеми контачим, и надо развивать вот это мирное решение всех вопросов, и тогда все будет замечательно в нашей стране и в мире. Вот, я в прошлом году прочитал все его собрание сочинений. Несколько книг, статей, у него сайт есть. И 12 августа исполнилось 2 года со дня смерти его. Он был основателем и президентом Союза за химическую безопасность. Жизнь свою посвятил тому, что искал в документах биологическое химическое оружие, которым было замусорено весь Советский Союз. И будущим поколениям предстоит искать это оружие. Он вот часто об этом пишет, что это наше призвание теперь искать эти свалки.
И он в 2001 году опубликовал информацию, что на территории Мордовии под военным складом номер 62 закопан целый арсенал боевых химических снарядов с фосгеном и ипритом. И теперь вот две версии, где этот склад может находиться. Вот послушайте, пожалуйста, даже вот зрителям может. Хочу сказать спасибо журналист Валерий Ярцев. В столице он до сих пор журналист, пишет об оргпреступности, очень смелый, я им восхищаюсь. Вот он писал еще в 2001 году статью, единственную взял как раз интервью у Льва Федорова, единственный человек в Мордовии, по поводу как раз этой темы. Значит, Лев Федоров нашел документ 2020 года, и там сообщается, что на артиллерийском складе 62 на станции Красный узел Рамаданова, там вот, в общем, боевые отравляющие наполнители. И корреспондент столицы С съездил туда в 2001 году, пообщался с местными жителями, нашел сына бывшего руководителя этих складов. Тот сообщил, что было склада как минимум 4, длина более 150 метров у каждого. Потом склады сломали в конце 20-х, разобрали, а патроны, видимо, в земле и остались, потому что было принято их окапывать. Ну, я не думаю, что есть смысл вот все эти слухи обнародовать. Для этого нужны специалисты, которые должны все это исследовать и поискать, если они есть. Ну, а может быть, как раз все эти бомбы, начиненные там фосгеном и другими отравляющими веществами, они были вот в рамках того отчета Бабича все нейтрализованы. А если нет? А если нет, надо искать. Вот Для этого у нас есть в российской армии химические войска, которые этим должны заниматься. А если они молчат из соображений карьерных? А для этого надо нам обратиться к какому-то депутату, который должен сделать... А если парламента нету? Нет, депутатский запрос может сделать депутат разного уровня, даже городского совета. На каком-то низменном уровне есть альтернативные депутаты, которые такой запрос могут сделать. Вот. Поэтому в этом направлении надо работать. Ну вот я как гражданин, в условиях тех, которые вот я вижу, что все молчат, и у меня нет никакой уверенности, у меня есть уверенность, что как по всей стране, это просто здание снесли в конце 20-х, а боевые снаряды лежат внизу, я все равно вот продолжу. По предположению, по информации тех, кто там остался живым, еще 80-летние люди, они говорят, это место находится неподалеку от нынешней нефтебазы, за железнодорожным переездом, Красный узел, Рамаданова. И вот что, вот смотрите, нефтебаза. Значит, она может взорваться и сдетонировать химический заряд, и это могут 1000 людей в Рамаданове умереть. Дальше, телесеть Мордовия 19 июня сообщила, мусорный полигон прямо в поселке Рамаданово несколько километров горит. Если он загорится и перейдет на подземное химическое оружие, тоже люди будут умирать. Дальше. Парк культуры отдыха в Рамаданове сейчас реконструируют, деньги тратят. Смысл реконструировать, если у вас в нескольких сотнях метрах боевой арсенал химического оружия, и какая ответственность будет, когда это взорвется? Руководителя Рамаданского района поставят руководителем Рамадановского завода, еще какой-то там депримирует, а 1000 людей умрут. Вы, конечно, сгущаете краски, здесь нагоняете страху, но глава администрации Рамадановского района, естественно, не может этого сделать. Он и не знает, я думаю, об этом. Поэтому здесь надо, если вот вы как активный гражданин, обращайтесь к какому-то депутату с просьбой, чтобы депутат сделал депутатский запрос. В России есть такие специалисты, отписку которые напишут. должны найти. С другой стороны, сейчас на руках у населения имеются металлоискатели, можно с металлоискателем пройти, поискать самим. Ну вы согласны, что надо найти, утилизировать, и по той еще программе за счет средств международной организации, у нас еще 2 года есть. Год есть. Вопрос-то в том, что утилизировать. Хотя бы определить, есть или нет. Если есть, то я думаю, что тут и российские деньги найдутся для утилизации, если западные уже кончились. В центре города, в Рамаданове. Ужас. Вторая версия есть. Она менее правдоподобная, но тем не менее. И тут большие цитаты из Федорова, конечно, замечательный человек, просто восхищаюсь им. И он даже книгу назвал «Химическое вооружение. Война с собственным народом», показывающая, что в основном пострадал от этой подготовки к химической войне только советский народ. Вот вторая версия – это то, что раньше военной базы, вообще вот военная база в Саранске, это как раз называлась военный склад номер 62.
И вот, видимо, возможно, склады разбросаны были вокруг Саранска, но, возможно, и эти захоронения химического оружия в том числе находились на территории военной базы. Менее правдоподобно, но вдруг, недавно, 11 Я июня... хочу реплику тогда Да, вставить. скажите. Тогда городская администрация, когда выделяла лакомые кусочки земли для строительства в районе военной базы, Жилых домов, так многоэтажек. называемые не многоэтажных, а долина бедных. Поэтому в этой долине там все руководство. Я не думаю, что оно будет да. жить на Так они, может, не знали. пороховой бочке. Они построили вот и- себе особняки рядом с захоронением химического оружия, Ясно. возможно. Вот это и надо тогда им подсказать. Они сразу найдут. Вот я И подсказываю. обезвредят. Да, это же замечательно, если все это Да. утилизируют. Так вот, на военной базе 11 июня загорелось 3 деревянных склада. А если бы там под землей, под складом было? Но пресс-служба Центрального военного округа сообщила, боеприпасов, взрывчатых веществ на территории складов не было. А мы знаем, что более лживых источников информации, как армия, вообще человечество не придумало. Не только российская армия, американская армия, любая, это вообще армия такой, особенно как они деньги тратят. Жизнь показывает, что часто склады горят и иногда взрываются. Вот мы недавно буквально видели, как осколки разлетались на 10 километров даже там. Поэтому проблема такая существует. В дополнение вот к этой панике, есть вот 5 июля отдел полиции Карлукинский сообщил о гражданине, задержал его, и сейчас уже ему грозит до 5 лет. Он нашел на свалке порох, захотел продать. А если человек какой-нибудь выкопает химическое оружие, захочет в Сирии продать 19 июля в Рузаевке. Ну, я этому не верю. Часто пишут в суде, вернее говорят, я вот нашел автомат на улице и шел сдавать в полицию. Так и здесь. Порох на свалке. Может, бандит какой-то, думаете, да? Ну, конечно. Ну, а кто порох будет Охотничий. выбрасывать? Охотничий. Так ну, кто будет выбрасывать? Так он Охотник. продать хотел. Так охотник сам его продаст. А если он не охотник, откуда у него порох? Значит, он бандит. Вот и все. Ну, давайте презумпция невиновности. Конечно. Да. Давай. Может, он, Суд разберется, Да, может, он да. хорошо доказал. Доказал, да. И... Шел на улице, нашел бочку пороха. Нет, если он не охотник, он и не имел бы права купить. Ну, не знаю, может, он охотник. Ну, суд Я разберется. решил перепродать. Так вот, суд, ну да. Надеюсь, что по таким вопросам он будет независимо судить. Конечно. Дальше, 19 июля в Рузаевке дети сносят здание Минобороны. И около этого здания граната ржавая валялась. Дети ее подобрали, понесли в Ледовый дворец, показали, смотрите, что. Оказалось учебные, да? Неизвестно, но утилизировали. Взрывотехники приехали, не знаю. Может быть, ну, скорее всего, учебное. Уж я не думаю, что настолько Ну, там что ж тут говорить. бардак. После войны Да, в военное брянских время. лесах, в белорусских лесах очень много было оружия, всего, и пацаны, они везде ведь лазили. И очень многие гибли или инвалидами оставались. Поэтому могут быть такие отголоски до сейчас, до настоящего времени. А вот миллионы людей у нас не найдены из тех, кто воевал. Еще раз повторите, вы вот восхищаетесь поисковиками, которые в том числе в Мордовии ездят Конечно. туда? Молодцы ребята. Это вот именно та активная часть гражданского общества, которая тратит свои силы, свое время на то, чтобы сделать очень полезное дело не только для родственников, тех, которых они найдут среди погибших, для родственников, чтобы знали, где захоронены, но и для всей страны. Потому что говорят, что война не кончается до тех пор, пока не захоронен последний погибший солдат. Сейчас я вам расскажу то, что вы знаете, так что зрители пусть послушают. Вы участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. А вы, кстати, как туда? Вы работали на Да, электроприемнителе? дело в том, что когда произошла авария, то наше партийное руководство по традиции долго не решалось сказать об этом людям. И, как известно, в Киеве шла первомайская демонстрация, хотя уже 4 дня разлеталась радиоактивная пыль не только над Украиной, но и дальше. Поэтому в этом плане, ну так у нас руководство устроено, надо все скрыть. Вот. И хорошо, что иностранцы, они зафиксировали превышение радиационного фона
И они уже в этот же день сообщили о том, что в России произошел взрыв, и из зарубежных радиостанций россияне узнали, и поэтому многие сами стали мобилизовывать, так сказать, уезжать из тех опасных районов. Что касается заражения территории, я хочу сказать, что вы, наверное, на это определились, зачитать там свои эти данные. Василий Ильич, запомните мысль. Но вы все-таки скажите, как вы туда попали? А я Кто вам попал поручил? туда уже в 89 году, не в первое время. Ага, через 3 года. Да, через 3 года. У нас там стоял агрегат бесперебойного питания, который запитывал электроэнергией станцию дозиметрического контроля. Ведь после того, когда там все это завалили, сделали саркофаг над ядерным реактором, там ведется дозиметрический контроль, чтобы все это не вышло из-под контроля. Вот тавтология такая. А работать этой станции необходима электроэнергия, а поскольку АЭС там заглушена, электроэнергия, она поступает и по кабелям, а в случае вдруг прерывания кабеля, значит, включаются агрегаты бесперебойного питания, которые от аккумуляторов преобразуют электроэнергию в переменный ток. И вот этот агрегат сломался, и мы туда с товарищем ездили для того, чтобы восстановить его. А я, как еще специалист по теории надежности, значит, обрабатывал данные по наработкам, по отказам, для того, чтобы знать, какая реальная надежность у этой аппаратуры. А потом уже через год после того, как мы съездили, был издан закон такой, в котором прописали определенные льготы. Но льготы большие у тех, кто был именно в первые дни, там в первые годы, а тот, кто был в 89-м году, там маленькие льготы. Итак, сейчас мы вернемся к вашей оценке, но вначале, смотрите, на интерактивной карте радиационного загрязнения Федеральная служба Росгидромета, в общем, она публикует и сообщает, что в Мордовии есть территория, загрязненная в результате техногенной аварии на Чернобыльской АЭС. В 2017 году руководитель Гидромета сообщил, что спутниковые исследования показали, что следы Чернобыльской аварии в Мордовии есть, несмотря на то, что в период полураспада цезий стронция около 30 лет. Все равно нашли. Спутники регистрируют. Дальше. Но это именно период полураспада. То есть, если, грубо говоря, четверть? Было у тебя там 100 килограммов, стало 50, то осталось 50. Это тоже все плохо. Понятно. Значит, радиационные осадки, они выпали в том числе на южную часть Саранска. 10 мая 1986 года, через 3 недели после взрыва, гамма-фон измерили в Саранске. И выяснилось, вот интересно, что, оказывается, на юго-западе в 2-3 раза больше фон, чем в центре на Световстрое. А в Елге в 2-3 раза и даже больше, чем на юго-западе. То есть раз в 8 больше, чем в центре. А до Елги там еще идет Монастырская, Пушкина, там тоже вот такой же уровень. То есть там именно. Потом один из физиков мне рассказал, что была карта тогда опубликована по России, какие районы Саранска в Мордовии были подвергнуты. В Рузаевке даже целый жилой район называют Чернобыль, но это, видимо, слухи, потому что землю не завозили. Потому что Его называют по другой причине. А по какой? Я полагаю, что типа завезли землю и на нем построили дома. Да нет, я думаю, что просто из-за того, что давали там квартиры участникам ликвидации Чернобыльской аварии. Может быть, из-за этого. А дальше уже стали додумывать. Но земли вряд ли так далеко отвозили, потому что это огромные железнодорожные составы с землей, и, значит, вряд ли такое ее было. Не надо возить, это же бестолку. Если ты хочешь провести дезактивацию территории, то надо снимать верхний слой буквально там несколько сантиметров. Потому что этот стронций, он лежит на поверхности, он не уходит в землю. Надо снимать этот верхний... Да? Пыль радиоактивная? Ну, может быть, чуть больше, потому что пыль-то она ветром перемешивается. Надо снимать верхний слой, и его можно захоронить, закопать буквально там на глубину метр, и уже с глубины метр никакой там стронций оттуда, никакой гамма-излучения не выйдет. То есть в Украине его так и закопали? Не знаю, не знаю. Но то, что, например, гамма-фон в Елге превышает там 8 раз предельно допустимый, в этом ничего страшного нет. Потому что предельно допустимый у нас настолько низкий,
что он вообще ни на что не влияет. Нет, там было в 8 раз больше, чем в центре, в Елге Да. и на юго-западе. А в центре, как вы сказали, он в соответствии с допустимыми 15-20 микрорентген. микрокюри в час. То есть дело в том, что за всю столетнюю жизнь, если человек здесь живет, он не наберет больше даже 1 рада. Это единица радиационной активности, которая, или раньше назывался это биологический эквивалент рентгена, то есть он не наберет той вредности, которая допускает у нас при работе на предприятиях, где работают с ионизирующим излучением. То есть люди, которые работают, имеют возможность набрать до 5 БЭР, биологический эквивалент рентгена, и тогда на 5 лет раньше они уходят на пенсию. Но они эти 5 БЭР никогда эти жители не наберут, хотя они много лет получали там льготы, на пенсию раньше уходили, какие-то доплаты. В этом плане наше государство просто неумно поступило расточительно, платя эти деньги. С другой стороны, оно просто ограбило всех людей пожилого возраста, когда подняло на 5 лет пенсионный возраст. Вот тут оно ограбило, а тут оно просто занималось расточительством. Я в шоке от вас, Василий Дмитриевич. Ну что в шоке? Я просто как физик говорю о том, что если, например, предельно допустимая там есть такая-то единица, и если она там в 5 раз превышает, то тут особо страшного нет ничего. Вот если она превышена в 1000 раз, тут уже стоит задуматься, конечно. Так. Ну вот, знаете, ведь некоторые вообще доходят до того, что Академия медицинских наук вообще пишет, что ликвидаторы живут дольше, чем среднее население. Не знаю. Это все равно, что некоторые пьяницы говорят, что те, кто водку пьет, живут дольше. Поэтому водка – это как лекарство. Я тут не буду ни утверждать, ни возражать, поэтому это вне моей компетенции, я тут ничего не могу сказать. Но есть так называемые самоселы, то есть те люди, которые из 30-километровой зоны Чернобыля и не выезжали, они живы до сих пор. Но вы, получается, а Чернобыльский взрыв, он был равен как взрыв ядерной бомбы, как испытание? Я да? тут не могу точно сказать, это надо смотреть, потому что тут совершенно разные моменты. Тут высвобождение радиоактивного вещества, а бомба устроена по-другому. Бомба устроена так, чтобы эффект взрывной волны был максимален с точки зрения поражения живой силы противника, техники или там разрушения инженерных сооружений и так далее. То здесь оказалось совсем другое. Здесь именно радиоактивное заражение. То есть возможность заражения людей в процессе жизни на этой территории. То есть это еще опасней. Если бомба атомная взорвалась, а в последнее время, как вы знаете, делают ведь так называемые чистые нейтронные бомбы, от которых практически нет заражения. То есть там нет такого радиоактивного цезия, например, который несколько десятков лет будет излучать излучение, которое вредно действует на человека. Поэтому тут сравнивать очень сложно это. Но с другой стороны, когда ширится в мире движение за запрет всех атомных электростанций, я полагаю, что это совершенно неправильно. Во Франции более половины всей электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями, и они не планируют их закрывать, поскольку это очень выгодно, она очень дешевая. Электроэнергия, полученная от атома на атомных станциях, и электроэнергия, полученная от сжигания мазута, она отличается в 100 раз. Поэтому с экономической точки зрения надо строить новые атомные электростанции, просто надо не допускать дураков к управлению. Там, где на Чернобыльской АЭС проводили эксперимент, отключив всю защиту. Таких людей надо просто на месте расстреливать. Но вот компенсация жертвам
таких аварий входит в стоимость электроэнергии. Вот. Да. И получается, вот вы не согласны, допустим, член КорРан Яблоков Алексей Владимирович, один из, вы, наверное, знаете его, да, Знаком эколог. с ним, да. Но вот он ведь так говорит, что 400 миллионов человек на планете получили значимое чернобыльское облучение. Только более 50% радиации ушло за границу, а у нас 43% в Россию. И по его сведениям, не 600 тысяч официально было ликвидаторов, а 830 тысяч в Советском Союзе, и из них уже 130 тысяч, по его данным, умерло. И средний возраст умерших 43-45 лет. И причем он говорит, что потратили на последствия Чернобыля Россия, Украина, Белоруссия 550 миллиардов долларов. Вот это тоже ведь входит в стоимость Да, насчет я дешевой весны согласен, атомной электроэнергии. Согласен, и все равно, вот это все входит в стоимость, и все равно она будет гораздо дешевле. Что касается цифр погибших, я тут спорить не могу, это ученые должны сами установить. А с другой стороны, через 100 лет, конечно, ни одного живого не останется. 43-45 лет средний он высчитал. Я вам могу статистику привести. А у нас лет 60, наверное, средний возраст. Ну, надо, во-первых, посмотреть по тому контингенту, который призывался туда. Молодые, сильные, здоровые парни. Ну, я с этим не согласен. Поэтому надо смотреть, кто призывался, и тогда сравнивать. То есть выборки, я как специалист по статистике говорю, здесь нельзя так некорректно говорить, надо именно контролировать выборки, чтобы они были довольно сравнимые. Вот. А что касается, конечно, негатива, то много, но я еще раз говорю, должна быть защита от дураков. То есть нельзя было отключать системы защиты для проведения эксперимента. Время заканчивается. Последний тогда, пропущу некоторый вопрос, последний хочу сказать. Международный пример, который мы берем для Мордовии, я вот считаю, что в Скандинавии, которая опубликовала первые сведения по Чернобылю, и вот недавно, 9 июля, и к подводной лодке «Комсомолец» норвежские исследователи пришли, обнаружили превышение радиации в 100 тысяч раз. Нужно ли нам также и Мордовии, и России обнародовать, раскрывать общественно значимую информацию? Ну, я как не скрывать. Правозащитник говорю, что любая информация должна быть доступна народу. А уже народ тогда должен принимать решения на основе этой информации. То есть здесь обманывать нельзя народ. Что касается там погибшей нашей подводки и превышения в 100 тысяч раз, это уже критично. Здесь надо думать, может быть, даже и международному сообществу, как решить эту проблему для того, чтобы заглушить тот реактор и чтобы предотвратить загрязнение Мирового океана. Тут надо думать. А то, что недавно около Северодвинска был мини-ядерный взрыв, испытание ракеты «Буревестник», которым мы хотели уничтожить Америку, а уничтожили там соседние поселки. И пяти людей, я бы не стал так... в том числе житель Мордовии, Сергей Евгеньевич Пичугин, умер. Я не стал бы так очень жестко говорить о том, чтобы мы хотели там уничтожить Америку. Но ракета летела прямо на Америку в федеральном послании. Да никто пока не летел. Там при испытаниях двигателя, в мультиках, как говорят. Ну в мультиках не знаю. В мультике можно чего хочешь придумать. А здесь люди занимались наукой. К сожалению, в науке бывают несчастные случаи. Вот эти 5 человек погибли от того, что что-то пошло не так. Но это не наука, Жалко это создание оружия массового уничтожения, уничтожение оружие, миллионов что, людей. Не наука? Создать оружие – это очень большая наука. И атомная бомба – это была самая передовая наука. Конечно, надо создавать не оружие, а надо создавать и работать, заставить мирный атом. Я в этом полностью с вами солидарен, что мы должны быть за мир во всем мире, за запрет ядерного оружия, за разоружение и за все хорошее против всего плохого. На этом мы можем и закончить. А памятник ликвидаторам в Чернобыльской АЭС вы поддерживаете, чтобы Конечно, установили? памятник надо делать и ликвидаторам, и невинно погибшим в результате репрессий. Вот такие памятники должны. А не те памятники, которые миллионами стоят во всех городах нашей страны, того человека, который, в общем-то, ничего особого хорошего не сделал для России. А, кстати, я узнал, на ремонт памятника Ленина ежегодно по всей стране тратятся огромные десятки, сотни миллионов рублей.
Ну, я думаю, что вот даже памятник Ленина, была такая позиция у многих наших соратников в демократической России, что его снять. Нет, не надо Ну, памятник пусть стоит. снимать. Но ремонтировать, Я в красить. Лондоне видел те памятники, которые стоят разным людям. И Пусть пусть стоят. они стоят. Я говорю, с другой стороны, может быть, его развернуть на 180 градусов. Каким образом он к народу? Не лицом, а задом. Поэтому, может быть, развернуть.